Как применять упрощенную систему налогообложения с дополнительной ставкой НДС? Какие есть льготы по неуплате по 149 статье? Что из себя представляет налоговая реформа 2026? На эти и другие вопросы представителей малого и среднего бизнеса отвечает председатель Ингушского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Если правильно вести учет доходов и расходов, если у вас будут документально подтвержденные экономически обоснованные расходы, то ставку налог можно свести до 2%, если реально у вас нет маржинальности высокой. Как заявить, какую ставку вы будете применять в 2026 году? Вы подаете декларацию по налогу добавленной стоимости, если вы плательщик НДС превысили 20%, и в ней уже выбираете, что вы будете применять. 5% фиксированно, либо 22, либо 10% дохода минус расхода с этой суммы. Это обзор ключевых изменений налогового законодательства. С нового года под НДС попадут услуги по эквайрингу и обслуживанию банковских карт, что может привести к росту комиссий для предпринимателей. Спикеры рекомендовали бизнесу уже сейчас пересчитывать финансовые модели и проверить договоры с контрагентами. Новые правила вводят и для упрощенки и патента. Для тех, кто работает на УСН, с 2026 года повысятся лимиты по доходам и стоимости основных средств. А вот для патентной системы, наоборот, вводятся серьезные ограничения. Если в 25-м лимит превысил 20 миллионов, в 26-м будешь платить НДС. В 25-м не надо ничего платить. Нет, смотрите, если вы в 25-м, допустим, вы весь 25-й год работали, да, в октябре у вас лимит превысил 20 миллионов, то вместе с следующим месяцем превышения ты уже плательщик НДС. Отдельно обсудили и новый автоматизированный режим налогообложения, который позиционируется как более простой и технологичный. Уже с 2025 года на него смогут переходить компании с ОСН. Самое большое, конечно, это изменение ставки НДС, которая будет с 20% до 22% поднята. Также касаются изменения упрощенной системы налогообложения, патентной системы. Но так в двух словах это все не расскажешь, то есть этому будет посвящена большая передача. Вторая часть семинара посвящена ужесточению налогового надзора. Представители контролирующих органов предупредили о возможных рисках, в частности, о борьбе с дроблением бизнеса и теневой занятостью. Мы рассказываем о том, как оптимизировать налогообложение, потому что уклонение это влечет административную уголовную ответственность. А также представители налоговой инспекции рассказали о том, какие меры государственного контроля будут в связи с этими изменениями. То есть это дробление бизнеса, легализация азартной платы и внесудебное списание задолженности с лицевых счетов физических лиц. Особое внимание на семинаре уделили практическим шагам по подготовке. Многие предприниматели Ингушетии, понимая серьезность изменений, начали изучать нововведения еще в октябре. Среди них генеральный директор аутсорсинговой организации в сфере бухгалтерского и налогового учета Камила Яндиева. Для таких ответственных предпринимателей семинар стал возможностью свериться с экспертным мнением и получить конкретные рекомендации. Мы проинструктировали наших руководителей организации, которые с нами договор заключили. Мы с ними уже считаем, что им выгоднее будет на следующий год использовать. Кто-то переходит на общий режим, кто-то на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. То есть для каждой организации приходится индивидуально просчитывать, что им будет выгоднее в рамках закона, на какой системе налогообложения работать дальше. Налоговая реформа 2026 года – это не просто изменение ставок, а комплексная перестройка правил игры для всего бизнеса. Как подчеркнули организаторы, своевременная подготовка – залог стабильной работы в новых условиях. Следующие месяцы станут для предпринимателей решающими, чтобы адаптировать свои компании под грядущие перемены. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.